Дорогие подписчики, на нашем канале мы не раз затрагивали личности некоторых астраханских ногаев: Сулеймана Рахимова, Давлята Умерова, Марины Имашевой, которые считали и называли себя ногаями в Астрахани. Но стоило им переехать в Казань, как они сразу же продали там свою идентичность и назвались татарами. А основная часть – это юртовское население. Татары. Это юртовские татары. И в своей сути это население Ногайской Орды, первоначальной Ногайской Орды. Это потомки средневековых ногайцев. Но это совершенно не те ногайцы, которые живут сегодня на Кавказе. Это совсем другое. Вторая группа – это нагаи, карагаши, которые появились в пределах Астраханской губернии в 70-е, 80-е годы 18 века. Вот с конца 80-х годов идет очень активная агитация, так скажем, среди астраханских татар. Прежде всего, объектом этой агитации стали карагаши. Теперь активно работают вот эти люди среди юртовских татар и агитируют менять идентичность татарской на ногайскую. К примеру, я вот, например, не помню в детстве, чтобы мне мама или папа говорил, что без ногайлар. Такого не было. Без татарлар, мы татары. Складывается впечатление, что, будучи ногаем, в Татарстане жить нельзя. Неужели все так плохо, что хватает определенному нищему ученому, в кавычках, получить первую казанскую зарплату, как он тут же напрочь забывает имя своих предков? Сегодня на примере трагической судьбы астраханской ногайки-карагашки, выдающейся поэтессы и переводчика Розы Хабиевны Баубековой, мы покажем вам, что стоит человеку, даже прожившему всю свою сознательную жизнь в Татарстане, искренне заглянуть в свое сердце. Как Аллах открывает ему путь к своим истинным корням, познанию своего рода и памяти предков. Роза Хабиевна Баубекова родилась в семье Карагаш-Ногая Хабия Баубекова из рода Байгонды. Мать ее тоже Карагаш-Ногайка из рода Серкелия. Семья их происходила из ногайского селения Найман-Аул, что сегодня зовется Белячным. Но родилась маленькая Роза на станции Дельта Красноярского района Астраханской области глубокой зимой 19 декабря 1950 года. Росла она, окруженная родительской теплотой и нежностью. Уже в преклонном возрасте Роза Баубекова вспоминала о моментах своего детства. По ночам и слепым, и глухим, когда хвори меня обступали, мама зыбку качала в печаль. Бисмилляхи рахман и рахим. Заклинание из глуби веков сколько губ под луною шептала, и над горем и счастьем витало столь напевное таинство слов. Родители Розы с детства жили в тот период, когда идентичность ногаев Астрахани намеренно стиралась тогдашними коммунистическими властями. Как вспоминал в 1989 году непосредственный участник и один из виновников тех событий, советский лингвист-тюрколог Николай Александрович Баскаков. В начале 1930-х годов по заданию Министерства по национальностям мне было поручено сделать анализ и определить возможности создания письменности и обучения детей ногайскому языку в регионах компактного проживания ногайцев. Я предложил, чтобы астраханские ногайцы обходились татарской письменностью. Я сейчас понимаю, к чему это привело, я себя корю за это. Кроме того, в то время наш народ, наших предков не только насильно лишали своей идентичности, но буквально искусственно делали неграмотными, меняя алфавит практически каждые 10 лет. Именно об этом пишет наша героиня Роза Хабиевна, вспоминая судьбу своего отца. А все ли диалектике подвластно? Почти что риторический вопрос. Отец мой трижды при советской власти письму учился и всегда всерьез. Но по-арабски он писал недолго. В язык родной латиницу ввели. И, наконец, кириллицу. В итоге он в грамоте, как судно на мели, вдруг оказался, сбитый трижды с толку.
И к старости водил отец мой ручкой, к стыду, но своему ль, как недоучка. Движение обратимо, да и только. Такое состояние вводило народ в ступор. Не зря в 2013 году Равиль Утемухамедович Джуманов назовет все эти процессы, с которыми столкнулся ногайский народ в советские годы в Астрахани, филологическим геноцидом. В той же своей речи на мероприятии в честь десятилетия молодежного центра ногайской культуры Эдиге он прекрасно опишет то, как в 50-е годы 20 века, как раз в годы раннего детства Розы Баубековой, под напором тоталитарной машины себя идентифицировали астраханские ногаи. Душевны были двойственные. Когда астраханский ногайца спрашивает, кто вы национальность, он сказал в 50-х: я татарин, вообще-то татарин. Естественно, в таких условиях, когда ногайская идентичность искусственно отодвигалась на второй план, а дети изучали в школах не родной ногайский язык, а татарский, преподаваемый присланными из Татарстана учителями, то стоило бы считать чудом, если ребенок вырастет с твердой ногайской идентичностью. В случае Розы Баубековой подобного чуда не случилось. На станции Дельта, где жила ее семья, не было школы, и маленькая Роза ездила учиться в школу села Староурусовка или Мрзаул на ногайском. Окончив школу, по комсомольской путевке Роза Хабиевна впервые приехала в Татарстан на строительство города Нижнекамска. В 1969 году она поступила на отделение журналистики в Казанский государственный университет и проучилась здесь до 1971 года. В 1972-1977 годах продолжила учебу уже в Москве, в литературном институте имени Горького по специальности литературный перевод. Здесь молодая студентка познакомилась со своим будущим супругом, драматургом и прозаиком Львом Афанасьевичем Кожевниковым. В замужестве Роза Баубекова взяла фамилию мужа. По тому широкому кругу читателей она известна как Роза Кожевникова. После учебы наша героиня работала корректором, литературным сотрудником, корреспондентом в редакции различных газет, редактором литературно-драматических передач Государственного комитета Татарской АССР по телевидению и радиовещанию. С 1989 года она стала редактором, а с 1991 года заместителем главного редактора литературного журнала «Идель», возглавив русскоязычное издание журнала. Роза Кожевникова издала несколько книг собственного сочинения: «Гроздь рябины», «Зимний дождик для детей», «Два голоса», «Меж светом и тьмой». Она бесспорно сделала отличную карьеру в Татарстане, что не могло не быть отмеченным наградами и званиями. Так, в 1995 году Роза Хабиевна получила звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». В 2000 году была признана «Женщиной года» в Татарстане. В 2003 году стала лауреатом литературной премии имени Горького, а в 2006 году и лауреатом литературной премии имени Сажиды Сулеймановой. Казалось бы, вот и сложилась жизнь. Ты считаешь себя татаркой, живешь в своей республике Татарстан, строишь хорошую карьеру на руководящих постах, издаешь свои труды, получаешь звания и награды, но в творчестве Розы Баубековой 90-х годов отчетливо проглядывается глубокая грусть, депрессивная тоска, на что указывали и окружающие. Меланхолик во всем, кроме поэзии, давали ей характеристику коллеги. А сама она писала такие строки. И носятся песчаные бураны далеким эхом среди нас живых, среди нас, кто рабски суете подвержен, среди нас, почти не помнящих родства, живущих, как на шутовском манеже, не ведая бесславного конца. Видимо, для нормального человека всегда есть что-то важнее и выше карьеры, чинов, титулов и званий. Чем старше и успешнее становилась Роза Хабиевна, тем глубже становилась ее тоска по родине. И, наконец,
не передать ту радость и те чувства, которые излучают ее строки, написанные в пути в родные астраханские степи на берега Бузана. Какой восторг! Под стук колес смотреть в окно с вагонной полки и не смущаться своих слез. Повинен ветер в них и только. Однажды в год на родину увозит поезд, где детство преданное ждет меня уже моложе вдвое. Меж нами время пролегло, и в полстраны легло пространство, но ты все ближе, край родной, дороже в сутолоке странствий, и сердцу всякий раз сильней, и замирать, и волноваться при виде стрелки и огней одной из скромных малых станций. Безусловно, это чувство знакомо каждому, кто вынужден жить на чужбине. Это чувство не только по родной земле, но и по родному народу. Когда видишь и начинаешь ценить его особенности, его язык, его речь, его обычаи. Именно это и поняла Роза Хабиевна. Жизнь в Татарстане среди татар, безусловно, братского и родственного нам народа, но не нашего, не родного ногайского народа, привело Розу Баубекову, которая, нужно подчеркнуть, не была историком или активистом национального движения, привело к ее истинным корням. Да, Роза Хабиевна Баубекова, выдающийся поэт и переводчик, прожившая в Татарстане десятки лет, вернулась к своей настоящей ногайской идентичности и очень красиво и глубоко выразила это в своем произведении «Карагаш Нагаем». Из отлученных я, но помню над колыбелью материнский свет. С печалью изучаю свои корни, опомнившись вдруг я на взлете лет. Среди своих почти чужая, среди чужих, конечно, не своя. Как дерево, чей шелест в мае, увы, непостижим чужим корням. Мой род тем временем все тает, кто вспомнит Байгунда и Серкеле. Когда детей от речи отлучают, а стариков все меньше на земле. Из отлученных я, но помню над колыбелью материнский свет. С печалью изучаю свои корни, опомнившись, вдруг я на взлете лет. Мы очень рады, что история Розы Баубековой, обретшей свои корни после вынужденного забвения, уже стала для многих вдохновляющим примером, показав, как важно для душевного спокойствия человека не обмануться иллюзией единства с другим, хоть и братским народом, и в конечном итоге все же прийти к своей истинной идентичности, носить имя своего народа, своих предков.